Так, прямой эфир. Кечке эфир деп коет. Аз кишилер кирсин, анан кечилеп баштайлы. Чөтө кишилер жок. Так. Көптөн бери эфирге чыкпай. Эфирдегилер көрүнбөй калыптыр. Так, бир киши эфирде. Bir kişi. Так. Так. Алмаз Кийимбе, ассаламу алейкум, Канат аке, кандай ден соолугуңуз жакшыбы? Алейкум ассалам, жакшы, Кудайга шүгүр. Кудай шүгүр. Поделиться кылып койсоңуздар, ошондо эфирге көбүрөөк киши келет. Бүгүн темабыз 1 май райондук сотту. Бирок тиякта иш орусчасынан болуп атат. Ишти бүт орус тилинде деметет, ошон үчүн уруксат берсеңер мен орусчасынан сүйлөйм. 7 киши, 8 киши эфирде поделиться кылып коюңуздар. 1 май сотунун Бекенов деген следственный судьянын бүгүнкү конституцияны бузгандыгы боюнча абдан чоң бир маек жүргүзөм. Ошондуктан уруксат берсеңиздер, болуп бериңиздер эфирде. Көбүрөөк болуп бериңиздер. Анткени бул деген уже мындайча айтканда 1 май район соту бул ГСУ МВД, ГСУ ГКМБ, ошолордун же Первомайский ровдун эле мындайча айтканда карманный сот эле сыяктуу болуп калды да. Ишилсе Первомайский район соттун судьяларына барсаң эле баягы эле Мамайдын көрү да. Аякта уже бүттү. Өзүнүн соттун, өзүнүн мындайча айтканда соттун өзүнүн бийлик бутагымын деген соттор калбай калыптыр. Бар арасында бир 5-6 судья бар. 1 май район соттунда кичине өзүнүн ясы бар деген кыйын андай бар кандидат наук, доктор наук деген судьялар бар, бирок аларга сөз келтире албайм аларга. Бирок кандай болбосо 1 май райондук сотту бул баягы азап сот болду да, мындайча айтканда. Кайсы иш менен болбосун, мыйзамды карайбы же карабайбы деген аякта жок. Аякта ким кандай звонить этет, ошонун негизинде гана берет. Начальник ГСУ звонить этеби, ГКМБ, начальник ГСУ МВД звонить этеби, анан кийин ошолор момундай токтомду алып келгенден кийин эле бүттү, уже смысл жок да. Смысл жок. Ошондуктан 1 май район соту боюнча кичине маек кылсак жакшы болот эле. Эми ошол 1 май район соттун төрагасын деле жакшы тааныйм. Жаман жигит эмес. Бирок кандай болбосо да, булар 1 май район соту бул деген абдан эле бул коррумпированный сот деп айтыш болбойт аякта. Аякта действительно бул мындай да центральный сот, анан бул сотто деген бүт иштердин баары каралып, аякта мындай коррупция акча деген жок, чынына келгенде. Мына мен как практикующий адвокат катары айтайын. Бирок 1 май район сотту коррумпированный болбосо да, бул карманный сот болуп калды да. Мен, конечно, кечирим сурайм коллегалардан. Коллегалар таарынбагыла, бирок реалдуу түрдө бул 1 май район сотту бул деген реально уже карманный сот болуп калды. Кайсы чоң звонить этпесин, кайсы бир эме звонить этпесин, бул уже бүттү. Уже мындайча айтканда карманный сот деген сөз да. Ошон үчүн дагы поделиться этип койсоңуздар, мына азыр эфирде 23 кишисиңер, дагы бир жолу поделиться кылып койсоңуздар, эмесин көбөйтүп алалы. Урматтуу достор, таарынбагыла, кыргызча жакшы эле сүйлөйм, Кудайга шүгүр. Кыргыз тилин жакшы эле билем. Бирок бул иш жагдайлары, бул иш боюнча бүт орусча жүрүп атат. ГСУ тергеп атат, МВД ГСУ тергеп атат бул ишти. Ошонун негизинде бул орусча болгон. Орусча тергеп атыптыр. Ошондуктан показаниялардын баарын орусча берип атыптыр, көрсөтмөлөрдүн баарын. Ошон үчүн орусча сүйлөгөнгө мажбурмун. Таарынбаңыздар, мени жаман көрбөңүздөр, сөкпөңүздөр. Урматтуу
патриот кыргыздарыбыз, мен ошолорго айтып коет элем. Өңгөчөсү до конца ишникте, сураңыз силерден. Сөкпөй эле мындай. Мен оппозицияда эмесмин, позицияда эмесмин. Мен деген всегда өзүмдүн критический оюм бар. Мен ошол оюмду айтам. Мен эч качан бирөөнүн тиякты жамандабайм, бияк жамандабайм. Мен башынан эле айтып кетем. Эки достун тегерек чети азап. Ошол азаптын азабынан мына бүгүнкү күнү элге жаман көрүнүп атат. Ошон үчүн до концалар мен деген силерди жамандабайм, эч кимди жамандабайм. Фейк троллдордун ата-энелери силерге да бир ооз жамандабагыла, жаман сөз жазбагыла. Бүгүнкү тема бул деген соттун 1-май райондук сотту. Анан жогорку соттун алсыздыгы. Жогорку соттун алсыздыгы. Ошол боюнча бүгүн тема. Орусчасынан баштайм. Жаман көрбөңүздөр. Уважаемые друзья, я на кыргызском уже сказал, что я попросил извинения у нашего народа, что я буду это дело рассказывать на русском языке. Почему на русском языке? Потому что данное уголовное дело расследуется на русском языке. Все показания и очные ставки проходят на русском языке, и мне правильно будет сказать только на русском языке. Вот, поэтому хотелось бы попросить вас еще раз поделиться, или же лайки дать, или же какие-нибудь комментарии написать, тогда полностью аудитория будет более весовая. Почему? Потому что все имеют, практически кто в городе живет, из 100% населения, которые в городе живут, все знают, что такое Первомайский районный суд. Вот. Я в свое время говорил по Свердловскому суду, по Ленинскому суду. На сегодняшний день по Свердловскому суду есть судья, который превысил закон. Вот. Есть в Ленинском суде, который был задержан за взятку. Поэтому в связи с этим я сегодня буду вести разговор о Первомайском суде. И по Первомайскому суде, по Следственном суде Бекенову. Именно по Следственному суде Бекенову. Почему? Потому что господин Бекенов, он грубо нарушил частью 2 статьи 96 Кыргызской Республики. Конституции Кыргызской Республики. Поэтому я буду рассказывать все на русском языке. Я очень таки извиняюсь, но я никогда не хотел и не буду говорить плохо о ГСУ МВД, ГКНБ МВД. Мы все это и так видим. Что такое следствие МВД, что такое следствие ГКНБ. Это на сегодняшний день там стоит не верховенство закона, не верховенство права, а там стоит телефонное право. Новый вид судопроизводства. Можно уже даже смело сказать, любой юрист здесь, кто бы ни был, любой адвокат, который зайдет сюда на наш эфир, и они все подтвердят, что в судопроизводстве появился новый вид права. Это называется телефонное право. И вот хотелось бы поговорить о том, что по Первомайскому районному суду. По Первомайскому районному суду я вам могу смело сказать, что в Первомайском районном суде действительно это не тот суд, где можно брать взятки. К примеру, это не суд, который берет взятки. Я не уверен в том, почему, потому что он центральный суд и все взоры на этот суд. Поэтому навряд ли там вопрос о денежных вознаграждениях стоит. Но проблема Первомайского районного суда – это то, что судьи Первомайского районного суда забыли, что они из одной ветви власти Кыргызской Республики. Они прогнулись перед исполнительной властью, перед следственными органами, они прогнулись. То есть телефонное право, о котором я говорил, это телефонное право на сегодняшний день действует. И Первомайский районный суд – это один из тех судов, которые просто выполняют заказы телефонного права.
Кто имеет власть, тот имеет власть над Первомайским районным судом, ну и так далее, и пошло выше до Верховного суда. На сегодняшний день это говорит о чем? Это говорит о том, что что судебная система как власть, как институт, как целый институт власти, он потерял свое «я». Абсолютно потерял. Я не скажу, что данный институт потерял власть сегодня. Данный институт уже прогибает Вот я открыто скажу и откровенно скажу. Данный институт власти во времена Акаева он имел свою большую силу. Институт судебной власти имел очень большую силу. Были бесхребетные такие, были сильные судьи. Член коллегии Верховного суда это было что-то. Это мы говорили, член коллегии Верховного суда, это такой человек. Ну, вот, к примеру, Чолпон Турсун, такие люди работали. На сегодняшний день сам институт судебной власти, он потерял свою значимость. Пускай на меня не обижаются мои коллеги, с которыми я работал, ученики и студенты мои дипломники, которые сейчас на сегодняшний день работают судьями, следователями. Вы не обижайтесь. Но система телефонного права уничтожила институт судебной власти. Уничтожила в корне уничтожила. Поэтому, хоть как бы кто бы ни говорил, сейчас, если даже вот здесь сколько будет адвокатов сидеть, все скажут, что следственные органы, как МВД, как ГКМВ, это стали просто как коллекторская компания по выбиванию там денег или еще что-нибудь такое, по экспроприации, можно даже сказать, по экспроприации некоторых предприятий. Но это отдельная тема. Это отдельная тема, которая просто говорит, я в начале своего выступления хотел бы именно затронуть то, что судебная ветвь власти на сегодняшний день полным ее воплощением, нынешнем воплощении, это полное, как говорится, в заднице. Я, конечно, извиняюсь, но этот институт судебной власти оказался в полной заднице. И это не вчера, и не сегодня. Во времена Акаева он работал хорошо, тогда ломали только по особо. Во времена Акаева его ломали, судебную власть ломали по чуть-чуть, только по громким делам. Это в то время, насколько помню, это дело по Кулову, к примеру, по политическим делам. Вот по таким делам было. Но это были единичные случаи. Во времена Бакиева институт судебной власти, он все равно тоже еще имел свою власть. И только по большим предприятиям были там тоже рейдерские захваты, В те времена еще все равно судьи имели свое «я». Окончание, в период правления Розысакова, наоборот, судьи немножко вздохнули. Но это был президент переходного периода, он всего год сидел, но за этот год судьи вздохнули хорошо. Почему? Потому что не было давления на судей со стороны администрации президента. Очень сильное началось давление со времен Атамбаева. Мы все прекрасно помним Алмаз Арсеновича. Я ничего плохого не хочу сказать про Алмаза Арсеновича, но и Алмаза Арсеновича тоже подвели его окружение, которые ему говорили, что здесь будет хорошо, а здесь будет плохо. Но делали свои дела. За счет этого падение судебной ветви власти пошло со времен, в сильное пике начало уходить со времен правления Алмаза Арсеновича. Алмаз Арсенович неплохой человек, это я при его попал в совет по отбору судей, но я тоже тогда помню, кто мне звонил по поводу назначения того судьи, этого судьи, и когда я отказался, они мне на второй срок, они мне не дали возможности, потому что я отказался выполнять их условия. Падение судебной ветви власти пошло сильно, конечно, при Джеймбекове.
очень такие уже окружение помощников, окружение советников, то все, они уже начали решать вопросы, кому жить, кому быть, кому миловать, кого не миловать. Это мы все прекрасно понимаем, это те же койташские события, которые на сегодняшний день продолжаются. Поэтому здесь мы не можем ничего говорить в этой части. При уже правлении Садыр Нурбаджоевича, извините, Садыр Нурбаджоевич, Камчик Адыршаевич, я приношу глубокие извинения перед вами, но я вам скажу, судебная ветвь власти при вашем правлении пришло полную задницу. Полную задницу. Я извиняюсь, вы не берите на себя, в этом, возможно, вы не виноваты, но то, что ветвь власти использует уже коррумпированные, можно сказать смело, коррумпированные люди из вашего окружения, которые используют телефонное право и дают задания. Ты это реши, ты это реши, ты это реши. Судьи не могут у вас перепроверить и спросить, действительно ли это сказал президент или действительно это сказал Камчик Адыршаевич. Поэтому никто не может перепроверить это, и поэтому ваше окружение очень таки запугивает вашими именами и давит на суды. И давление на суды, это основное давление на суды, используется практически везде ваше имя. Это сказали, это команда оттуда. Все, больше других вопросов нету. И судьи, ассалам алейкум, начинают выполнять. Я вас прошу еще раз поделиться, чтобы аудитория побольше. И получается ассалам алейкум, и за счет вот этого ассалам алейкум суды становятся они уже не имеют свое я. Они потеряли свое лицо. То, что они представляют целую ветвь власти. В особенности из всех судов, которые на сегодняшний день существуют в Кыргызстане, это самый такой суд, это Первомайский районный суд. Все здесь могут подтвердить, что в Первомайском районном суде творится одно безобразие, одно беззаконие. Или же, если даже говорить о каком-либо деле, принципиально о любом каком-либо деле, то в любом случае будет намек на то, что вот оттуда. Все, получите вот оттуда, решите там вопрос, а мы здесь как бы готовы. Поэтому я не обвиняю судей Первомайского районного суда в получении взяток, потому что это центровой суд, там взятки получить невозможно, все на них смотрят. Но то, что Первомайский районный суд прогнулся до невозможности перед исполнительной ветвью власти, и прогнулся перед всеми следственными органами и перед всеми, можно сказать, окружением как президента, как Камчика Адыршаевича, как Садыр Нурбаджоевича, как Камчика, это уже факт. Один из простых фактов. Мы все прекрасно знаем, что было недавно такое громкое дело. Громкое дело было по задержанию племянника Садыра Нурбаджоевича, который якобы занимался в таможне, отмыванием таможенных процедур, то-то. Задержано с этим было где-то более 11 человек. Там был и зампредседатель таможни, там был и полномочное представительство Нарынской области. Я сейчас фамилии озвучивать не буду. В следующем эфире я озвучу фамилии каждого. То есть всех 11 фигурантов я фамилии озвучу. Все 11 фигурантов данного дела, 10 фигурантов вместе с племянником Садыра Нурбаджоевича, всем изменена мера пресечения под домашним арестом, на домашний арест. И только один, который как бы коммерсант, который решил получить какие-то деньги заработать, то все, он один остался. Значит, государственные служащие все ушли, родственники, родственные связи, фамилия тоже ушла, а остался один только безфамильный, безродный, может быть, он исполнитель, может быть, что-то он делал. И то, что самое интересное, в этом деле присутствуют некоторые оперативные сотрудники, которые стараются покрыть это дело, вывести в другое направление. В этом деле очень сильно заинтересованы, не сильно заинтересованы, просто
заинтересованность следственной службы МВД, которая непосредственно выполняет тоже приказы. Я тоже не могу сказать, что там взяли взятки или еще что-нибудь. Нет, такого нету, потому что там все-таки фигурирует фамилия. И поэтому, скорее всего, это опять-таки было телефонное право. Просто приказали вот это освободить, а вот это оставить. Поэтому, Камчик Кадыршаевич, вам бы стоило бы это дело посмотреть, я вам бы советовал бы вашей следственной службе, хотя у вас в следственной службе тоже кошмар неимоверный в ГКМБ, у вас тоже следствие хромает, страшно хромает следствие ГКМБ. Хотя ребята все молодые, неопытные, наверное, может быть из-за этого. Всех старых корифеев убрали, и следствие ГКМБ тоже очень сильно хромает. И поэтому лепятся дела, так просто лепятся дела, и даже при этом, если будет такая возможность личной встречи Камчика Кадыршаевича, я вам даже покажу один из эпизодов одного дела, где непосредственно это касается лично вас, где ваши сотрудники взяли и просто прямым текстом подставили вас. Я это пока сейчас не озвучиваю. Оно у меня все в материалах дела есть, там уже все зафиксировано, там фигурируют некоторые дела. Поэтому это, если вдруг у меня удастся возможность, Камчик Кадыршаевич, я вам покажу, как ваше следствие подставило вас же самих. И при этом сейчас держит двух человек. Дело по этому делу развалилось, практически развалилось. Она не практически, она полностью развалилась. Но из-за того, что начали говорить, что Камчик Кадыршаевич сам лично контролирует это дело, поэтому это дело не разрешается. Я надеюсь, Камчик Кадыршаевичу доложат об этом. Я надеюсь, Камчик Кадыршаевич тоже посмотрит мой эфир. И если мы раньше с Камчиком Кадыршаевичем имели возможность разговаривать, мы очень хорошо общались, и я рассказал бы о том промахе, который сделали следственная группа ГКМБ. Но дело опять-таки не в этом. Я начал про Первомайский районный суд, и вопрос стоит в Первомайском суде. И именно вопрос стоит в Первомайском суде в части института следственного судьи. Институт следственного судьи Первомайского районного суда — это просто обычный стал нотариат. Я об этом уже пишу сколько лет, говорю, кричу, но никто меня не слышит. Я надеюсь, это как-нибудь все-таки донесут до нашего президента, до Камчика Кадыршаевича, донесут Ташиева, донесут все-таки мои слова о том, что институт следственного судьи на сегодняшний день, он стал просто нотариатом следственных органов МВД и ГКМБ. Но в то же время, когда было следствие у прокуратуры, оно было следственным и прокуратуры. Это просто обычный нотариат. То есть все те постановления, которые выносятся, вот типа таких постановлений, которые выносятся следственными органами, как МВД, как ГКМБ, то они просто вот эти незаконные постановления, они просто узаконивают их. Вот и все. И при этом ссылаются на суд. Вот почему я об этом говорю. Потому что я до этого уже рассказал, что было очень интересное дело, когда задержали племянника нашего президента. Это было очень громкое дело. Его освободили 10 человек, там, начиная от зампредседателя таможни. Я их фамилии в следующий раз озвучу, каждого из них. Фамилии всех 11 сотрудников. Но оставили одного. Я его фамилию тоже сейчас озвучивать не буду, но я вам покажу постановление Пленума, постановление Верховного суда. Постановление возбуждения перед следственным судьей ходатайства о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу. Вот. Самое, что интересно, 20 октября, ну давайте не буду 20 октября, когда задержали этого племянника, когда задержали еще 11 человек по этому делу, то в этот момент было возбуждено уголовное дело по коррупции. Данная статья, она является статьей особой тяжести. По коррупции она является статьей особой тяжести.
Согласно данной статьи, были все задержаны. В ходе следствия остался только племянник нашего президента и еще один парень. Один в розыске. Оставшиеся таможенники, туда-сюда, они все вышли под домашний арест. Вышли все под домашний арест. Тогда помимо племянника еще один остался, он обжаловал это в Бишкекский городской суд. То есть 26 февраля заключение под стражу берет этого парня. Первомайский районный суд. По статье коррупция. Заметьте, особо тяжкое преступление. Вот. Не соглашаясь с данным постановлением о том, что взяли под стражу, так как есть некоторые доводы, которые были озвучены в суде, адвокаты той стороны, о парне, о котором я говорю, который сейчас сидит, написали апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд. Бишкекский городской суд в рамках этого уголовного дела, где он обвинялся в совершении особо тяжкого преступления по статье 336 части 1, уже была применена, они применили меру пресечения в виде домашнего ареста. Спасибо. Судьи Бишкекского городского суда увидели доводы, по которым в принципе натянута была даже коррупция. Даже по большому счету племянника президента посадили просто ради там хайпа или еще чего-нибудь, непонятно. Но статья была натянута. Но самое интересное, статья 336, часть 1, она входит в группу особо тяжких преступлений. Они оба сидят. Буквально неделю назад племянника отпустили. Остался последний. Из 11 человек остался последний под стражей. Последний остался. В отношении последнего 20 октября 2023 года по ходатайству следователя с ГСУ МВД было продление меры пресечения. Хотя до этого избрана мера пресечения была Бишкекским городским судом. Бишкекский городской суд по 336 статье освобождает его от заключения под стражу и выводит в домашний арест. Тогда интересным образом из этой статьи, из 336 статьи, какие-то фокусники, фокусом, можно сказать, фокусным образом, манипуляциям, хобана, выделяют из этого дела подделку документов. Подделку документов на 379, на часть 3. Коммерсант подделывает государственные документы. Но они через 47-ю пособничество, то-то, то-то, то-то. Молодцы. Выделили и взяли опять под стражу этого парня, который уже постановлением Бишкекского городского суда был уже на свободе. Уже был на свободе, под домашним арестом. Но следователь ГСУ, он взял его опять под стражу по тяжкому преступлению. Не по особо тяжкому, по тяжкому преступлению. По тяжкому преступлению. Опять берет под стражу. При этом его долго уговаривают, чтобы он остался, не кричал, то-то, то-то, мы тебя освободим. Его не освобождают. Держат. И 20 октября 2023 года с моим участием под председательством товарища господина судьи Бекенова было вынесено постановление о продлении срока применения меры пресечения в отношении моего подзащитного. Он сейчас мой подзащитный. И вынесено было вообще смешно. Это ужас. Почему? Объясняю почему. Давайте я вам зачитаю. 26.06.23 года Бишкекским городским судом в рамках уголовного дела мой подзащитный обвинялся в совершении особо тяжкого преступления – коррупция. В его отношении уже была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
При таких обстоятельствах по новому уголовному делу, которое выделено было из коррупции, возбужденном по признакам преступления, предусмотренных частями 3 статьи 379, подделка документов, является тяжким преступлением. Тяжким преступлением. И в отношении моего подзащитного следователь ГСУ МВД опять идет и ходатайствует о продлении это, о том, чтобы взять его под стражу. Хотя на него уже Бишкекским городским судом домашний арест вызван. Почему? Объясняю. И берут под стражу. Опять следственный судья Первомайского районного суда тогда берет под стражу. Поскольку в отношении моего подзащитного судья Первомайского районного суда, следственный судья Первомайского районного суда не мог изменить меру пресечения, ранее избранную меру пресечения. В виде домашнего, не мог избрать ранее, просто он должен был оставить домашний арест на более строгий вид, заключение под стражу. Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 96 Конституции Кыргызской Республики четко прописана норма. Разъяснение Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики обязательно для всех судов и судей Кыргызской Республики. Для всех судов Кыргызской Республики. Судов и судей. А в пункте 15 постановление номер 16 от 13 сентября 2019 года о практике применения судами уголовно-процессуального законодательства, о проверке законности и обоснованности задержания меры пресечения, Пленум Верховного Суда Кыргызской Республики дал следующее разъяснение. Следственным судьям он дает четкое указание Пленуму Верховного Суда, потому что Пленум Верховного Суда закреплен Конституцией, что именно там надо смотреть. Это обязательно для всех судов и следователей. Это и есть, называется, единообразие судебной практики. Для тех, которые не знают на уголовный кодекс, но себя считают асами следствия или судов, то я вам напоминаю, что постановление Пленума Верховного Суда частью 2 статьи 96 Конституции Кыргызской Республики закреплено. И оно обязательно для исполнения. А там четко написано, следственным судьям, еще раз повторю, следует иметь в виду, что в отношении одного и того же подозреваемого, обвиняемого, по разным даже, пускай будет, делам, по которым уже была применена мера пресечения, не допускается применение повторной меры пресечения. Примененная мера пресечения по другому делу может быть только изменена в порядке, предусмотренном статьей 118 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. В редакции 2017 года она не отменена. Частью 2 статьи 118 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики установлено, что мера пресечения может быть изменена на более строгую в случаях, если обвиняемому будет предъявлено новое обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного соответствующей статьей. Пленум. Но дело в том, что самое первое, моему подзащитному по первому делу, по которому была избрана мера пресечения, он и так обвиняется в особо тяжком преступлении. В особо тяжком преступлении. И суд первой инстанции, суд следственный судья Первомайского района, который избрал по второму делу арест, он уже нарушил закон, он нарушил Конституцию. И я считаю, что дисциплинарная комиссия должна дать оценку следственному судье. Дать оценку. Хватит, давайте Первомайский тоже посмотрим. Сплошь и рядом, уважаемая дисциплинарная комиссия, сплошь и рядом нарушения как Конституции, как Уголовного кодекса, как и Уголовно-процессуального кодекса. А вы, Фемида, вы должны выбрать. И вот здесь, если ранее избрана была мера пресечения в отношении моего подзащитного по особо тяжкому преступлению в виде домашнего ареста, то следователь не имел права идти просить опять арест. Не имел права просить арест. Это уже уголовно наказуемое деяние самого следователя. И дача юридической оценки
надо дать следователю. Почему следователь, зная, что ему изменена мера пресечения в виде домашнего ареста по особо тяжкому преступлению, он по тяжкому преступлению опять берет его под стражу. Сама хитрость этого дела еще заключается в том, что они из коррупции, из статьи коррупции выделяют в отдельное производство, выделяют подделку документов государственного образца и лепят ее коммерсанту. При этом всех сотрудников таможни всех отпустили. Супер, мало. Теперь следственный судья. Следственный судья должен был остановиться. Следственный судья, он и есть судья, он носит мантию. Он должен был взять вот так вот, посмотреть на это и сказать: ребят, ранее ему избрана мера пресечения домашнего ареста за особо тяжкое преступление. Я избрать ему меру пресечения с содержанием под стражу я не могу. Я не могу, потому что там уже домашний арест есть, и это Бишкекский городской суд вынес. И он не отменен. А судья берет, подмахивает и арестовывает. А 20 октября на продлении, где я уже участвовал, уважаемый судья Бекенову, я говорю: уважаемый судья, есть постановление номер 16, есть статья, часть 2, статья 96 Конституции Крымской Республики. Согласно данной Конституции, постановление пленума, она обязательна к исполнению всем судам. А согласно пленума номер 16 от 13 сентября 2019 года, вы не можете ему продлить меру пресечения, вы даже незаконно его держите. Незаконное задержание было, незаконный арест был и незаконное на сегодняшний день содержание его под стражей. Незаконно. Выходя, уважаемый господин Бекенов на меня так злобно фыркнул. Я извиняюсь, может быть, я неправильно послышалось, возможно, мне, но мне сказал: постановление пленума это для тебя. Скорее всего, это для меня, наверное, было сказано. Может быть, я не прав, может быть, я ошибся, потому что я вдогонку уже начал кричать: уважаемый судья, вы же нарушаете Конституцию, вы же нарушаете УПК, вы же нарушаете постановление пленума Верховного суда. Но я так услышал. А теперь скажите мне, пожалуйста, простой народ может быть защищен от произвола? Еще одно дело расследуется в ГСУ ГНКНБ, у меня одно, я участвую в одном деле. Там тоже идет комедия очень интересная. Одно дело в Аламединском районном суде рассматривается, где господин Мусаев 2 года работы с таких судей он взял, просто одним махом кинул. В ГСУ МВД еще одно дело расследуется, где гражданско-правовые отношения, но вытягивают на уголовные. И тогда спрашивается вопрос: Камчик Бадыршаевич, Садым Нургаджиевич, мы живем в правовом государстве или же мы живем в государстве, где существует телефонное право? Я знаю, вы оба юристы. Когда-то вы оба пострадали от беспредела власти в свое время. Вы пострадали очень сильно. На сегодняшний день ситуация в судебных органах она не изменилась. Ситуация стала еще хуже. Ситуация стала еще хуже. Все судьи запуганы арестами. Все судьи запуганы потерять свое кресло. И даже тем моим ученикам, которым я когда-то говорил: не влюбляйтесь в кресло, влюбляйтесь в работу. Они все влюбились в кресло. Как и сам председатель. Боясь потерять кресло или быть ирритированным в какой-то или оказаться неудобным,
то они идут на нарушение закона. А теперь спрашивается такая вещь. В Уголовном кодексе 2017 года, который благополучно вводили во времена Омара Шаршеновича, там была очень интересная продукция. ОПГ. ОПГ – это организованная преступная группировка. Так стало ОПС. Организованное преступное сообщество. И самое интересное, данная статья, она никогда не действует только на криминалитет. Данная статья и диспозиция этой статьи рассматривают организованную преступную группировку не только в криминалитете, но и в структурах власти, в структурах следствия, в структурах как МВД, как ГКМБ, так и в судах. А на сегодняшний день, согласно моей апелляционной жалобе, которую я сегодня сдал по данному поводу, Бишкекский городской суд даст свою рекомендацию. Но я знаю, что и там прогнут, оставят в силе. Потому что любой судья говорит, самое главное, там оставили в силе. Потом он говорит, не, мое решение, видите, было законным, потому что мое оставили в силе. А оставили в силе как? Потому что вы проработали, прозвонили телефонным правом, прогнули еще судьи Бишкекского городского суда. Вот такая вот ерунда и катавасия. И сейчас под статью ОПГ можно смело привлечь следователя, вынесшего вот такое заключение, судью, который вынес постановление об избрании меры пресечения, и утверждающего прокурора, который следит за законностью, правильностью применения законодательства, осуществляет надзор за правильностью применения законодательства. Но жизнь такова. Оказывается, следователь, прокурор и судья, которые вынесли вот такие незаконные акты, судебные акты, они не являются ОПГ, они являются, оказывается, исполнителями закона. А теперь спрашивается вопрос, исполнителем какого закона? Закона телефонного права или верховенства права все-таки? Вот таким образом, Первомайский районный суд на сегодняшний день, мы все время кричим, видим по телевизору, Басманный суд города Москвы. На сегодняшний день у нас есть свой Басманный суд, получается. Это Первомайский районный суд города Бишкек, где вопросы верховенства права, законность, правильность применения законодательства, состязательность сторон, такого понятия не существует. Существует только дали приказ председателю, председатель вызывает судью, и судья выносит вот такие решения. А теперь скажите, что мы можем? Что мы можем? Ой, дайте лайки дайте. По-моему, меня блокируют. Вообще ни комментариев, ничего не стало видно. Закрывает, по-моему, меня. Блокирует. Да, вот блокирует. Да, спасибо большое. Вот такие вот пироги. Вот таким у нас Первомайский районный суд. Наш любимый Первомайский районный суд оказался во власти телефонного права. Камчыга Дешается, Аден Нургоджевич, если вы меня слышите, я бы вам советовал сделать полную ротацию Верховного суда, чтобы они побольше вот таких пленумов. Последний хороший пленум, вот, в 2019 году был хороший пленум, на котором следственном судье хорошее разъяснение дали. Потому что
Пленум Верховного суда не работает. Я с уважением отношусь к Замиру Курамаевичу, уважаю его, потому что мы с ним вместе работали, я его очень хорошо уважаю, он даже в одно время мне очень сильно помог. Но, Замир Курамаевич, я вам скажу, вы не справляетесь с работой председателя Верховного суда. Кроме того, как заниматься объездами и показуху делать по этим, лучше бы занялись бы обобщением судебной практики. Через обобщение судебной практики вытащили бы все-таки единообразие судебной практики. Потому что в новых кодексах, которые вошли в 2020 году, нужно обязательно единообразие. Потому что нету никакого. Ишмат Джалилов хочет участвовать. Говорит, ну давайте Ишмат Джалилова. Правильно. Добавление идет. Ну, Ишмат Джалилов, наверное, не берет. Гость отклонил прямой эфир. Ну, вот так вот. Поэтому я и говорю, организованная преступная группировка касается не только криминалитета. Организованная преступная группировка касается и государственной ветви власти, и исполнительной ветви власти, и судебной ветви власти. Поэтому я думаю, все-таки данному моему заявлению дисциплинарная комиссия даст свою юридическую оценку. Сделает, если даже позвонят, я надеюсь, что они позвонят, дисциплинарная комиссия. Я надеюсь, что председатель Верховного суда Замир Курамаевич позвонит, спросит, какое это дело, я им отвечу. Помимо этого, есть еще одно дело, о котором я тоже когда-то, я, наверное, скоро выйду по нему тоже, но я тоже там буду озвучивать тематику, где очень страшное нарушение закона идет со стороны следствия ГКМБ, оно рассматривается в Первомайском суде. Я надеюсь, там все-таки выйдет законный вердикт. Я считаю, что там выйдет все-таки вердикт того, что закон превыше всего. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые подписчики, сущность Первомайского районного суда мы поняли. В Первомайском районном суде я вам по пальцам перечислю, есть 5 или 6 реально хороших судей. Но их тоже задавили. Реально есть. Среди них есть кандидаты наук, есть порядочные, но их задавили тоже. И я не думаю, что, конечно, это неплохой парень, председатель Первомайского районного суда, но я считаю, что ему бы стоило немножко поработать адвокатом. Я бы ему советовал поработать адвокатом, потом вернуться в судебную колею, и у него было бы очень хорошо. Он тогда начал бы понимать представление о судебной системе. Поэтому в этой части тоже. Ну, вот, например, тоже, просто смешно, когда меня еще хотели подставить на даче взятки. На даче взятки 31 августа, там уже чуть ли спецназ МВД подогнали к моей машине и думали, что я дам взятку. Я взяток не даю. Откровенно говорю, раньше давал, когда был молодой. Сейчас взяток не даю. И взяток не буду давать. И бесполезно меня держать на том, что я дам взятку. И ждать, пока я зайду к судье, там что-то, то-то, поздороваться со мной, а потом меня упаковать. Не получилось у вас 31 августа. 31 августа ваша комбинация не получилась. Не смогли, потому что я на это не иду. Поэтому, уважаемые друзья, я считаю, я сказал, по возможности я все рассказал о Первомайском суде. Большое спасибо. Урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, мен силерден кечирим сурайм. Кичине кыргызча сүйлөгөндө болуп калдым. Орусчасын айтып калдым, анткени деген бул иш
орусчасынан иштелип атат. Ошон үчүн мен буну азыр орусчасынан айтканга мажбур болдум. Анткени бул иште бөлөк кишилер да бар. Ошон үчүн жаман көрбөңүздөр, баарыңарга чоң ийгилик, баарыңарга жакшылык каалайм. Аман болгула, бүт дакансаларга, фейктерге баарыңарга аманчылык каалайм. Жакшылык каалайм. Кыргызстаныбыз аман болсун, кыргыз элибиз өнүксүн, мамлекетибиз өнүксүн. Бирок биздин ажообуз менен Камчы Кыдыршаевич катуураак көзөмөлгө сот системасын кармабасак, сот системасы постоянно өтө чоң возмущенияларга алып келчү. Ошон үчүн баарыңар аман болгула, бактылуу болгула. Алга Кыргызстан.